О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Помощь молодым семьям. В Якутии 6 лет реализуется госпрограмма обеспечения жильем молодых семей. Сколько выплат ожидают в этом году? Клещи активизировались в Алмазной провинции. В Мирном зарегистрирован первый случай укуса в городском парке. Как обезопасить себя от укусов клещей? Пик подготовки до старта игр Дети Азии чуть больше недели. Как готовят спортивные объекты и отрабатывают встречу гостей. Горловский театр кукол из Донецкой Народной Республики с гастролями в Якутске. На сцене театра юного зрителя артисты показали спектакль «Волчонок-плутишка». Какие еще города Якутии посетят? Напряженные баталии на футбольном поле. В Якутске завершился 5-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Как выступают наши команды? С начала пожароопасного сезона в республике зафиксировано 150 лесных и 27 ландшафтных пожаров. Площадь лесных пожаров почти 145 тысяч гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 33 пожара. Их площадь составляла 2000 гектаров. На вечер сегодня в республике действуют 49 лесных пожаров. Работу по тушению ведут силы лесопожарных формирований. Также привлечены вертолеты со сливными устройствами и самолет Би-200 МЧС России. Количество лесопожарных сил 682 человека и 33 единицы техники. Сложной ситуацией у нас является Алекминский район и Тампонский район. Сегодня в Тампонском районе работал самолет Би-200, пожарный номер 5. Также работают самолеты-зондировщики, которые функционируют на территории республики. Это самолет гидрометслужбы Як-40 и полярных авиалиний Ан-26 «Атмосфера». В большинстве районов открылась навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Так, с 3 июня маломерные суда разрешено использовать в 20 центральных, заречных, южных, Вилюйской группе районов, а также в городских округах Якутск и Жатай. Накануне навигация открыта в Имиконском, Момском, Верхоянском, Авино-Бытантайском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском и Оленёкском районах. А с 17 июня навигация планируется к открытию в Абыйском, Алаиховском, Анабарском, Устьянском, Нижнеколымском и в Булунском районах. Тем временем навигация в Ленском районе идет полным ходом. Ежедневно в речной порт прибывают суда с различным грузом. Круглые сутки, в зависимости от прибытия судов, идет выгрузка товарно-материальных ценностей. По словам главного диспетчера Ленского речного порта Александра Панова, в этом году порт должен переработать порядка 476 тысяч тонн. В основном приходят технические грузы, сталь различных диаметров, контейнеры, цемент, песок. На данный момент на речном порте работают 3 причала, плюс спецпричал для погрузки и выгрузки взрывчатых веществ, а также причал в Салдыкеле. Ленским речным портом на сегодняшний день переработано 99 судов, в том числе 70 тысяч тонн, если смотреть в ТНЖ. Из них 27,5 тысяч тонн грузов в адрес акционерной компании «Алроса», остальные, грузы в адрес сторонних заказчиков и контрагентов. В нынешнюю навигацию Ленский речной порт дополнительно взял объемы по доставке и складированию грузов на площадках заказчика. Это Новоленская ТЭС. Также организовали причал выгрузки в поселке Салдыкель по переработке различных товарно-материальных ценностей. В основном это труба большого диаметра. Ключевые аспекты развития Якутии за прошлый год озвучил глава республики Айсен Николаев в ходе ежегодного отчета в Госсобрании ЛТУМЭН. В своем выступлении глава региона особое внимание уделил социально-экономическому развитию республики, над которым парламент и правительство продолжают совместную работу. Также отдельно обсуждались вопросы разработки мастер-планов по Якутску и Нерюнгри. Планируется строительство более 90 соцобъектов. По итогам отчета поставлены задачи на ближайшие годы. 23-й год был непростым в связи с определенными ситуациями, но тем не менее, в республике в плане социально-экономического развития сделано очень много. Построено множество социальных объектов, производственных объектов.
Внеси свою лепту в победу. Так назвали общественную акцию помощи военнослужащим, участникам спецопераций. Так, в ближайшее время из республики в зону СВО отправят 6 единиц автотранспорта. Кто предоставил технику для бойцов, знает Аманотов. Доставка 5 автомобилей УАЗ и 1 квадроцикла выполняется при непосредственном содействии Единого координационного центра Якутии по всесторонней помощи участникам СВО. Также бойцам передадут гуманитарный груз и запчасти для ремонта техники. Техника, которая стоит далее, это автомобиль «Газель» от муниципального образования Кобяйский УЛУС. Далее филиал Ростелеком. Далее страховая компания нашей республики. И, значит, прокуратура республики и муниципальное образование Тампонский УЛУС. Эти этапы, они у нас одновременно уедут, 6 техник. Далее планируем еще 4 таких этапа. Ну а по мере поступления уверены, что эта работа будет непрерывно продолжаться. Транспорт предоставили Алданский отдел соцзащиты населения, региональное отделение Ростелеком, прокуратура республики, страховая компания «Капитал Медстрах», Кобяйский и Тампонские УЛУСы. Если мы ранее помогали предметами первой необходимости, то продуктами питания, да, то мы сегодня решили вручить, передать автомашину марки УАЗ «Патриот» тем бойцам, которые сейчас на передовой специальной военной операции. Директор филиала Андреева Александра Николаевна долгое время работала в Нюрбинском УЛУСе, является уроженцем Нюрбинского района, и решили передать автомашину марки УАЗ «Патриот» уроженцам Нюрбинского района, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Ранее в зону боевых действий отправили 7 квадроциклов «Сокол» и антидронное вооружение. Акция «Внеси свою лепту в победу» является возможностью лично внести значительный вклад в обеспечение дополнительным снаряжением участников СВО. Акция продлится до 15 июля. Аманотов, Илья Сыромятников, Якутск. Горловский театр кукол из Донецкой Народной Республики с гастролями в Якутске. На сцене театра юного зрителя артисты показали спектакль «Волчонок Плутишка». Подробнее о пьесе и гастрольной программе в сюжете Марфирины Алексеевой. Спектакль о волчонке-плутишке артисты Горловского театра показывают с 2011 года. Представление поставлено по одноименной пьесе прославленного артиста Александра Кузьмина. Главный герой пьесы – волчонок. Он проказничает, любит обманывать и хитрить. Приступаю к своей наиглавнейшей хитрости! Спектакль длится 40 минут. На протяжении показа артисты-кукловоды с помощью своих героев общаются с детьми. Ребята отвечают, сопереживают и подсказывают персонажам. История поучает юных зрителей, что нехорошо хитрить и обманывать. Он еще маленький, он ребенок, он не взрослый мишка. То есть ассоциация сразу с детьми. Ну, как бы, чтобы понимали детки, как нужно себя вести, как не нужно. Он в начале спектакля у нас такой не очень доброжелательный, не хочет ни с кем дружить. Потому что он считает, что он самый смелый, самый умный, как твердил ему его отец. Позже он сталкивается с такой неприятностью, его обманывает волчонок-плутишка. Ему это, естественно, не нравится. И вот тогда он понимает, что когда ему зайчик предлагал дружить, нужно было соглашаться. И зайчик вместе уже с медвежонком начинают общаться более тесно, подружились и проучили этого волчонка-плутишку. С этой же постановкой Горловский театр выступит в городах Нерюнгри и Алдан. Далее гастрольный тур пройдет по другим городам Дальнего Востока. Миссия, конечно, самое главное – это знакомство с культурой, с театральными традициями Донбасса. Самое главное, опять же, единение, о том, что мы идем в правильном направлении, в театральном правильном направлении, мы общаемся с нашими коллегами, обмениваемся мнениями, современными тенденциями, куда мы движемся. Тур организован при поддержке Министерства культуры России по проекту «Большие гастроли», который призван расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов со зрителями в России и за рубежом. Также по этой программе в Республиканский театр юного зрителя с показом приедут артисты из Республики Калмыкии и города Ульяновск. Марфирина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск. Помощь молодым семьям в Якутии вот уже 6 лет реализуется государственная программа обеспечения жильем молодых семей. В прошлом году выплаты получили 370 молодых семей по всей республике. Какие критерии необходимы и сколько семей получат соцвыплату в этом году, расскажет Даяна Федорова.
У семьи Чириковых 3 детей. Супруги давно задумывались о большой квартире, ведь места всем едва хватает. И сегодня их мечта исполнилась. Они получили социальную выплату для приобретения жилого помещения благодаря участию в госпрограмме. Встали в очередь в 2015 году. Мы тогда жили в квартире, в маминой квартире. Получается, 2 семьи в одной квартире. У нас по квадратуре не хватало. Очередь мы ждали 7-8 лет. В прошлом году нас обрадовали то, что очередь подошла, и мы можем получить субсидию. Среди основных критериев при отборе для участия в программе – возраст. Каждый из супругов не должен быть старше 35 лет на момент получения субсидии. Также молодая семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Еще одним значимым условием получения соцподдержки является уровень доходов молодой семьи. Данная социальная выплата может быть предоставлена на строительство жилья, индивидуальное жилья, по договору подряда, либо приобретение по договору купли-продажи на вторичном рынке, погашение основного либо части долга по кредитам, займам жилищным, также в качестве первоначального взноса по ипотечным кредитам. На реализацию госпрограммы в этом году выделено более 500 миллионов рублей. 333 семьи должны улучшить жилищные условия, в том числе в районах республики. Данная программа очень нужна молодым семьям. Еще хотелось бы, чтобы возрастное ограничение было не 35 лет, а до 40 лет, потому что 40 лет тоже молодые семьи. Благодаря госпрограмме у молодых семей появилась возможность в том числе приобрести квартиру в новых кварталах, где в шаговой доступности находятся магазины, детские сады и школы. За последние 6 лет свои жилищные условия улучшили более 2000 семей по всей республике. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск. Клещи активизировались в Алмазной провинции. В Мирном зарегистрирован первый случай укуса клеща в городском парке. Пострадавший сразу обратился за помощью в медицинское учреждение. Как обезопасить себя от укусов, напомнит Анна Васильева. На днях в алмазной столице от укуса опасного членистоногого пострадал несовершеннолетний житель города. К счастью, все обошлось без серьезных последствий, так как пострадавший сразу обратился за помощью в медицинское учреждение. С началом сезона активности клещей ежегодно в районе с такими проблемами обращаются около десятка жителей города. На западной территории Якутии мы встречаемся с укусами клеща уже более 5 лет. И каждый год у нас эта цифра немножко, в процентном соотношении по 2-3% она увеличивается. А при укусе клеща или при обнаружении уже впившегося клеща советую обратиться именно в больницу, в приемный покой в любое время суток, потому что самостоятельно удалить клеща вы можете повредить самого насекомого, вы можете оставить хоботок от этого насекомого, головку, или можете оторвать часть тела насекомого. При этом вы можете инфицировать себя таким способом. В районе с целью предупреждения случаев заболевания людей инфекциями, передающихся клещами, проводятся противоклещевые обработки территорий, парков, скверов, летних оздоровительных учреждений и организаций, мест массового отдыха и пребывания населения. Но в этом году на сегодня обработана лишь одна территория. На сегодняшний день Мирнинский район у нас не входит в число эндемичных территорий по клещевым инфекциям. Но, тем не менее, из года в год у нас до 10 случаев регистрируются укусы клещами. На сегодняшний день у нас зарегистрировано уже 4 случая укусов клещами. Все люди получили серопрофилактику иммуноглобулином в наших учреждениях здравоохранения. Ответственность, естественно, за проведение данных противоэпидемических мероприятий у нас несут юридические лица, предприятия, места массового отдыха. Естественно, данные мероприятия проводят у нас городские и сельские поселения.
Планируя прогулки в зеленой зоне или поход в лес, не пренебрегайте мерами предосторожности. И, конечно же, нужно помнить о том, что надо ставить прививки от клещевого энцефалита. Иммунизация против клещей проводится 2 раза в год в осеннее и весеннее время. Вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита можно получить в любой поликлинике по месту прикрепления. Анна Васильева, Мирный. В Якутск прибыл Даши Лама из Центра буддистской традиционной Сангхи России. Он является одним из 3 хранителей драгоценного неиссякаемого тела 12-го пандита Хамбо Ламы Даши Джом, который находится в Иволгинском Дацане, крупнейшем монастырском комплексе Республики Бурятия. С 13 по 18 июня в столице с его участием пройдут лекции для всех желающих. Из первых уст якутяне услышат про загадочный феномен Этигелова, который достиг нирваны в 1927 году, и с тех пор его тело не поддается разложению. Визит хранителя святыни – уникальное событие для жителей республики. В данный момент я проведу маленькую лекцию, мини-лекцию. И также, конечно, для благополучия всех людей, проживающих в Якутии, и для всего мира проведу, прочитаю молитвы. В лекциях обычно это про буддизм, ну и просто как жить в гармонии в этом мире, что нужно для достижения счастья человеку. До старта международных спортивных игр «Дети Азии» осталось чуть больше недели. В Якутске завершается ремонт и подготовка спортивных объектов. Какие работы завершены, а что еще предстоит, расскажет Дарья Короленкова. До начала международных спортивных игр осталось чуть больше недели. Стадион «Юность» уже готов на 98%. В настоящее время ведутся работы по обустройству манежа, где полностью заменят раздевалки и душевые. Также продолжается асфальтирование парковки на территории стадиона. По словам руководства, в этом году парковочные места будут объединены в одну общую зону, что значительно улучшит удобство для участников и гостей игр. Для создания условий проведения соревнований и тренировок на стадионе, как мы видим, заменена полностью беговая дорожка. То есть для этого точечно выровняли бетонное основание. Вот, сейчас полностью сняли покрытие и новое резиновое покрытие постелили. В эти дни завершится ремонт и в спортивном комплексе «Триумф». На данный момент остаются лишь косметические работы и сборка мебели. Кроме того, гостиничные номера в блоке «С» уже полностью готовы для заезда гостей. На территории набережной озера Сайсары также произошли значительные изменения. Уже установлена детская и спортивная площадка. Гостиница будет размещаться судьи наши игр, да. Поочередно будет по видам спорта. То есть там по 2, по 3, по 4 дня будут, потом уже будут меняться. Максимум будут жить у нас здесь 129 человек. Добавили, мы полностью сделали освещение, подсветку «Триумфа», да. Полностью башня, вот блок А, арена, блок С. Тоже на дизайн-проект я заказал в Санкт-Петербурге, там специалисты нашли, там заказали, оттуда мы все необходимое все закупили. И по дизайн-проекту сделали. Работы завершаются и на территории спортивного комплекса «Дахсун». С прошлого года здесь заменили футбольное поле и беговую дорожку, а также возвели скалодром, что добавило новые возможности для тренировок и активного отдыха. На улице перед комплексом установили новые скамейки, создавая уютные уголки для отдыха посетителей. На сегодня завершаются ремонтные работы по благоустройству прилегающей территории и внутри лакокрасочные и так далее работы, мелкие работы. Вот эти скамейки, все будет как в интерьерном по красоте и так далее, все функционально именно на площади будет стоять все. Точные даты сдачи спортивных объектов уже установлены. Их планируют окончательно сдать 20 июня. Напомним, что игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля. Дарья Короленкова, Илья Сыромятников, Якутск. Также к играм тренируют подвоз гостей и спортсменов. Волонтеры, водители и сотрудники ГАИ отработали посадку, высадку и перевозку гостей по улицам Якутска. Подробности у Александра Хавренко.
Одной из важнейших составляющих крупных мероприятий, таких как международные спортивные игры «Дети Азии», является транспортная обеспеченность. Гостей, прибывающих на игры, необходимо встретить в аэропорту, рассадить по автобусам и доставить в места проживания. Чтобы этот процесс прошел без заминок, в Якутске устроили учения по встречам и проводам гостей. Мы собрали более 150 волонтеров для имитации наших спортивных делегаций, которые примут участие на спортивных играх «Дети Азии», для того, чтобы наши волонтеры смогли хорошо реагировать на всякие непредусмотренные случаи. Особое внимание на сегодняшнем мероприятии уделяется безопасности, чтобы наши волонтеры знали, как реагировать на экстренные ситуации, чтобы они в целом были готовы принять уже настоящие спортивные делегации. Для встречи гостей в автопарк игр закупили 5 комфортабельных автобусов, каждый вместимостью 55 человек. Автобусы оборудованы кондиционерами, устройствами для зарядки гаджетов, а также каждое сиденье оборудовано ремнями безопасности. Управлять автобусами будут проверенные водители с большим стажем. Посчастливилось попасть, отбор пройти на водителя «Дети Азии». Мне придется повозить детей, наших любимых детей. И я счастлив, я рад, что я буду работать на «Дети Азии», на этом новеньком автобусе. Новый автобус, он, конечно, хороший. Самая хорошая машина – это новая машина. И я могу сказать, что новые китайские машины, сейчас не то, что раньше как китайские плохие были, а сейчас они уже хорошие, отвечают по всем требованиям, по безопасности. И подобные мероприятия показывают, что Якутия, как принимающая страна, заботится о том, чтобы пребывание гостей в нашей республике было комфортным, удобным и безопасным. Александр Хавренко, Нергун Старостин, Якутск. Далее о спорте. Масс-рестлинг и хапсагай вошли в программу игр народов мира по традиционным боевым искусствам. Игры планируют провести в Йошкар-Оле в конце июля. В них примут участие более 2000 спортсменов. В программу соревнований среди 20 видов спорта вошли масс-рестлинг и хапсагай. Участие примут не только спортсмены России, но и других стран. В рамках игр, кроме соревнований, пройдут различные мастер-классы. Участники будут соревноваться по айкидо, кендо, карате, борьбе кореш, борьбе на поясах, самбо, шах-боксу, русской лапте, тайскому боксу, фиджитал, айкидо и другим видам. А в Якутске завершился 5-й тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В домашнем матче на поле спорткомплекса «Дахсун» встретились команды Якутии и спортшколы Олимпийского резерва номер 1 «Комсомольска-на-Амуре». Матч сыграли юноши 2009-2010 годов рождения. Как завершилась игра, знает наш корреспондент Тимур Колмогоров. С начала турнира Дальневосточной юношеской футбольной лиги прошел месяц. За это время туры прошли в Находке, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. Для якутян эта игра стала 3-й домашней в текущем сезоне. Первые 20 минут команды шли вровень, не уступая оппоненту шанса на удачную атаку. Однако в скором времени счет встречи открыл игрок гостей Данил Савинцев. На начало второго тайма якутяне стараются отыграться, но команде приходится уйти в оборону, чтобы защититься от атакующих маневров оппонента, ожидая удобного случая. Результатом жестокой борьбы на каждом участке поля стали травмы игроков. В итоге обеим командам пришлось провести вынужденные замены. Несмотря на все старания якутян, встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. После финального свистка старший тренер команды Якутии отметил, что во время игры были упущены удачные моменты, которые могли, если не выровнять, то уменьшить разрыв в счете. Матч пошел в такой напряженной борьбе, скажем так. Проиграли из-за череда индивидуальных ошибок. Они нашли эти огрехи в нашей защите. За счет этих наших индивидуальных ошибок вышли 3 раза и забили, скажем так, 3 гола. В свою очередь, наставник гостей, несмотря на крупный счет, отметил хороший уровень игры якутских футболистов. Команда хорошая, молодая, давно с ней знаком. Много ребят молодых, 10-го года, да, у меня тоже в нашей команде. Можно сказать, почти 50% состоят из более молодых ребят.
Поэтому непримиримые соперники, равные по силам, я считаю. Поэтому хорошие ребята, удачи им в дальнейших играх. После небольшого перерыва прошла встреча футболистов старшей группы. Эта встреча завершилась боевой ничьей со счетом 1-1. Приступив к отработке сделанных ошибок, следующий матч якутяне проведут 16 июня, где они встретятся уже с командой из Благовещенска. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.